Рабочий визит Альберт Кангеев начал с посещения детского сада «Кунешчик», что в переводе означает «солнышко», который был отремонтирован в рамках республиканской адресной инвестиционной программы в 2017 году. Здесь дети всегда рады гостям, встречают их танцами, песнями и стихами. Бугун байрам яныил, келен дослар, ойнаих, аяз дедiniz башышыны селямлашып алаих. Юная Адилия Куртаюпова с большой радостью ходит в детский сад, особенно после того, как его капитально отремонтировали. Буквально 3 года назад это здание было похоже на развалины. До 2017 года функционировало одно крыло. Было очень холодно, у нас окна рассыпались, все находилось в аварийном состоянии. Двери входные у нас были прибиты жестью, чтобы не продувало. В учреждении работают 13 человек. Это повара, охранники и воспитатели. Каждое утро они встречают 40 дошколят. В уютный сад детей привозят даже из соседних сел. До 2016 года у нас функционировала одна группа, сейчас 2 группы. Занятия у нас проводятся на крымско-татарском языке. На крымско-татарском языке учатся и школьники села Сарыбаш. Свои двери образовательное учреждение открыло в 1991 году. Сегодня здесь почти 90 учеников. И педагоги, и ученики активно участвуют в разных конкурсах. На днях прошел конкурс «Районный учитель года», где наша учительница Темишлевиза Ришатовна получила 1 место. Сейчас она готовится к республиканскому этапу. Также у нас детки 6 декабря написали пробное итоговое сочинение, где 11 класс из 7 учеников получили 5 пятерок и 2 четверки, без единой троечки. Также Альберт Кангеев пообщался с учителями крымско-татарского языка, которые обеспокоены тем, что учебники по крымско-татарскому языку написаны слишком сложно, да еще и с ошибками. Мы читали текст, например, если здесь были главные герои Мамут и Айше, да, образно, там уже в конце этого рассказа Мамут превратился в Османа. Ваши коллеги, чтобы они собрались каким-то коллективом педагогов, выработали концепцию, что бы вы хотели увидеть, и подали соответствующее обращение в Министерство образования. Если такое обращение копия будет в Государственный комитет, то мы со своей стороны продублируем и посмотрим, чтобы это было реализовано в какой-то степени, в какой-то мере. А это Сарыбашская мечеть с уникальным минаретом. Он установлен по центру на крыше здания. Красивая мечеть, очень большая мечеть. Минарет оригинальный, который находится на кромке свода крыши этого здания. Может быть, в этих условиях это лучшее решение, которое можно было бы придумать. Хотя мы знаем, что в нашем традиционном понимании минарет должен стоять рядом с мечетью. Но то, что они создали это своими руками, то, что они относятся к своему родному, это дорогого стоит. Кроме того, глава Госкомнадза в здании администрации встретился с общественностью и провел личный прием граждан. Проблемные вопросы, которые были озвучены на приеме, связаны с освещением улиц, строительством дорог, а также газификацией района. Эльмас Аблакимова, Фатиме Сейдаметова и Рафаэль Вахидов. Телеканал Миллет.